Наш эфир продолжит брифинг пункта отбора на военную службу по контракту. Предлагаем послушать. Пункт отбора на военную службу по контракту 3-го разряда города Якутск ведет свою работу по отбору граждан на военную службу по контракту в рядах вооруженных сил Российской Федерации. Ежедневно по вопросу поступления на военную службу по контракту в пункт отбора обращается большое количество граждан. Как говорят сами кандидаты, ими движет патриотизм и желание помочь своим соотечественникам на поле боя, защищающим нашу родину и будущее своих родных. Отечество, в свою очередь, поддерживает своих защитников, например, всем необходимым для выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции. Военнослужащих обеспечивает Министерство обороны, а ежемесячное денежное удовольствие в зоне СВО может достигать до 400 тысяч рублей. После заключения контракта с Министерством обороны Российской Федерации выплачивается единовременная денежная выплата от 1 миллиона 400 тысяч рублей, из которых 400 тысяч рублей от Министерства обороны Российской Федерации и 900 тысяч рублей от Республики Саха-Якутия, и еще 100 тысяч рублей от городского округа город Якутск. Кандидаты могут прийти на консультацию лично в пункт отбора на военную службу по контракту по адресу город Якутск, улица Чапала, 23, в любое удобное для них время. Также проконсультироваться можно по телефонам 8 41 12 32 10 40 или 8 924 166 13 93. Круглосуточно. Далее переходим к выпуску новостей. В студии Петр Васильев. Коротко о темах. Ремонт автомобильной дороги Барагонцы-Танда в Усть-Алданском районе на стадии завершения. Расскажем, когда ждать открытия. Мы с вами. Концерт с таким названием прошел в Покровске. Все вырученные средства направят на нужды бойцам СВО. Большая работа завершена в Алекминске. Там после масштабного ремонта открыли обновленный городской парк. Узнаем, как изменилось общественное пространство. Сегодня успешно проведен запуск ракеты-носителя «Союз-2.1Б» с космодрома «Восточный», на борту которого находились 2 крупных спутника для мониторинга ионосферы Земли и 53 малых аппарата, включая 2 спутника из Ирана. Районами падения отделяемых частей ракеты стали Алданский, Вилюйский, Верхневилюйский и Алекминский районы. В Вилюйском районе уже проводятся облеты в местах возможного падения ступеней ракеты-носителя. А сегодня после полета ракеты начала группа работу в лице представителей Роскосмоса, ЦНК, НПО машиностроения, Министерства экологии и местной администрации. На сегодняшний день произведены облеты территории падения фрагментов и взяты пробы анализов. Работа продолжается, пока фрагменты не найдены. Ремонт автомобильной дороги Барагонцы-Танда в Усть-Алданском районе находится на стадии завершения. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» дорожники введут в эксплуатацию 4 километра. По плану дорожных работ участок получил новое земляное полотно и дорожную одежду из щебеночно-песчаной смеси, а также 6 водопропускных труб. Сдача объекта ожидается в первой декаде ноября. Власти Якутска, в свою очередь, ищут решение проблемы части жителей микрорайона Сатал. Там порядка 1300 арендуемых участков оказались землями сельхозназначения. Жильцы, их порядка 2500, за время аренды успели возвести на участках дома со всеми коммуникациями. А это прямое нарушение федерального закона. Теперь, согласно букве закона, жителям придется свои дома покинуть. Сегодня администрация города, республика и госсобрание ЛТМ мы за то, что, в принципе, оказать содействие. Даже было высказано предложение о том, что замена земельных участков. Это, конечно, противоречит законодательству, но, тем не менее, значит, это возможно быть. Поэтому вот в таком закончилось. Я думаю о том, что мы буквально недели через 2, через 3 опять соберемся более узким кругом, где будем решать вопрос по поводу того, как дальнейшее будет. Большая работа завершилась в Алекминске в День народного единства. В городе открыли обновленный парк. Возможность преобразить старый парк появилась благодаря победе в федеральном конкурсе «Малые города и исторические поселения». С подробностями Елена Фаст. Главной героиней сегодняшнего праздника в Алекминске стала Ия Арчагина, золотой фонд старинного города. Девчонкой в 13 лет она гоняла почту на Ямщицком тракте. До сих пор все помню, как почту возила. 13 лет было. По 5 лет, по 47-й год. Вместе с главой города они первыми ударили в ямщицкий колокол. Давайте.
Ко Дню народного единства в Алекминске приурочили открытие обновленного городского парка. Когда-то это была главная такая точка притяжения всех алекминчан. Надеюсь, что сейчас он станет снова таковым. Здесь мы постарались отобразить все желания наших жителей, которые проектировали вместе с нами этот парк. Мы также использовали в архитектуре старые фотографии, даже входная группа, она сделана по фотографии, как была раньше, малоархитектурные формы. Легкий морозец раскрасил щечки ребятишек. Веселая музыка, улыбки, флаги уже сами по себе создали праздничное настроение. Жители довольны. Да, я считаю, получилось отлично. Я этот парк помню еще с самого детства. Вот эта форма входных ворот, знакомая тоже с детства, которые казались, конечно, в детстве просто огромными. Но меня очень радует, как житель этого города, что город развивается, город строится. И восстановление таких знакомых всем с детства объектов, как городской парк, я думаю, для всех нас это большой подарок к сегодняшнему празднику, Дню единства России. Что важно, проект заценила и молодежь. Круто, классно вообще. Какое место, какая локация самая крутая? Вот это вот. Здесь? Да. Как вы думаете, что такое народное единство? Когда все народы типа дружат, все дружно и так далее. Нравился парк? Да. А ей только 12 исполнилось. Не знаю, сцена, наверное. И кафе. Юные заводилы, вожатский отряд «Альтаир» разогрели собравшихся. Будет много нас и будем мы вместе, ну а те, кто придет потом, пусть подхватят вот эту песню. Зимой в парке это дорожки, освещенные красивыми фонарями, уютное кафе, а вот к лету парк откроет все свои секреты. Елена Фаст, Алекминск. В День народного единства в селе Барагонцы открыли набережную Мирю имени общественного деятеля Николая Каемова. Объект построен в рамках федеральной программы «1000 дворов на Дальнем Востоке». В прошлом году он победил на федеральном конкурсе формирования комфортной городской среды в городе Магадан, получив 50 миллионов рублей из федерального гранта на реализацию. Общая площадь объекта составила 5280 квадратных метров. Отмечу, что сама набережная возвышается над озером Мирю на 40 сантиметров. В Покровске прошел благотворительный концерт «Мы с вами» в поддержку участников специальной военной операции. Все средства, собранные в ходе мероприятия, а также гуманитарная помощь будут направлены военнослужащим землякам в ближайшее время. Подробности расскажет Виолетта Засимова. Двухчасовой концерт открылся трогательной зарисовкой, в которой центральной фигурой стал якутский боец, стойко и мужественно преодолевающий трудности судьбы на фронте. На протяжении всего мероприятия зрители радовали музыкальные номера на русском и якутском языках, создавая атмосферу единства и поддержки. В фойе культурного центра была организована акция по сбору гуманитарной помощи, где каждый желающий мог принести необходимые для солдат вещи – влажные салфетки, медикаменты, стельки и теплые носки. В конце ноября делегация из Хангаласского улуса собирается в зону проведения специальной военной операции. Там будут организованы встречи именно с нашими земляками. Поэтому сбор мы ориентировочно до 15 ноября объявили, чтобы, когда наша делегация там прибудет, и наш груз, соответственно, тоже прибыл вместе. Сегодня соберут, это все будет ноября. Да. Одним из ярких моментов концерта стал совместный музыкальный номер работника Центра культуры Саргату-Хюльгете Андриана Егорова с участником спецоперации. Партия последнего была записана на передовой. Участник специальной военной операции предложил эту песню мне. Я согласился и доработал эту песню на 2 голоса. А там повторы, у оригинала такого нету, где поет Павел Семенов. Ну, я вот это на 2 голоса сделал, маленько украсил. Его сняли там, после боя он вышел, значит, и по-быстрому он себя, его сняли, и вот получился вот дуэт такой.
Благотворительный концерт собрал более 3,5 миллиона рублей. В эту сумму вошли средства от реализации входных билетов, пожертвования в ходе концерта, а также однодневная заработная плата работников организаций, учреждений, предприятий района. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. Творческая встреча с молодым режиссером, выпускником мастерской Александра Сакурова, призером конкурсов Аялом Адамовым состоялась в Центре детского творчества «Пегас». На ней побывали и наши коллеги. На встречу собрались те, кому было действительно интересно. Оказывается, Аяла помнят как выпускника Уснерской гимназии, как участника КВН, автора юмористических клипов-пародий. Сегодня это молодой, надо думать, подающий надежды кинорежиссер. Сегодня нам предоставилась прекрасная возможность познакомить детей и познакомиться с молодым якутским режиссером и его творчеством Аялом Адамовым. Встреча прошла в формате интервью, где мы просматривали его видеоролики, клипы. Также он презентовал нам свой фильм «Белый снег». Дети задавали различные вопросы, на которые получали ответы. Веселая была обстановка, мы узнали много нового. Понимая, что модернизация образования требует поиска эффективных путей организации дополнительного образования, в Центре детского творчества осенью этого года открыли студию «Пегас ТВ». Ребята этой студии стали самыми активными участниками встречи. Я сегодня узнал очень много нового, как лучше развивать свою способность, что лучше с детства начинать выбирать свою профессию, и уже потом это понадобится в жизни. Мне сегодня очень понравилась встреча с Аялом Адамовым. Он рассказал нам очень много всего интересного. Мне было очень интересно. Особенно мне понравились его клипы-пародии. Ответив на все вопросы любопытных мальчишек, Аял рассказал об основной цели приезда – поиске материалов для съемок своего нового полнометражного фильма, начало которых планируется в январе-феврале. Сейчас хочу сделать фильм у себя на родине, свой первый фильм, и поэтому сейчас я нахожусь, так скажем, в поиске материала, ищу локации, ищу героев. У нас прошла встреча с молодежью, я представил свои фильмы, мы пообщались с ребятами, очень активная молодежь, мне очень понравилось. Светлана Поцелуева, Андрей Неустроев, Уснера. На этом все. До встречи в дальнейших эфирах.